Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. С кем совсем скоро, в самое ближайшее время, у вас будет встреча? Кто это человек, либо люди, с чем связана эта встреча, чем закончится, может быть, какие-то подробности, там, имя, характер, фамилия, не знаю, возраст. Все сейчас с вами посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте свой какой-то короткий срок. То есть срок, там, не знаю, 7 дней, может быть, 2 недельки, там, не больше, чем месяц загадывайте. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну тут встречу показали и показали. Смотрите, мне показали человека, мне показали встречу, и мне показали, для чего эта встреча идет. Для чего? Но есть вещь, которая меня смущает. Ладно, давайте пойдем по порядку. Смотрите, вот она ваша встреча. Вы встречаетесь на мостике. Мостик. У кого-то отыграется, что это мостик между прошлым и будущим. Да? То есть человек вам знакомый. В прошлом вы расстались, а в настоящем вы встречаетесь, и вместе вы пойдете в будущее. А у кого-то отыграется, что это человек, который пришел именно для того, чтобы вместе с вами идти в будущее. Он так же, как и вы, например, в прошлом был разочарован, либо одинок, встретил вас, да, познакомился с вами, и вот вы вдвоем направитесь в прекрасное светлое будущее. Ваше будущее похоже на прекрасный цветок. Цветок, который будет при правильном уходе, да, там, полив, уход, да, он будет набирать силу, будет расти и в конце концов расцветет. Здесь явно любовный характер этой встречи. Только у одних отыграется, что вы встретитесь с уже знакомым вами человеком, а у других отыграется, что совершенно абсолютно новый человек. Абсолютно новый. Так, ну ладно, давайте я вам пишу этого человека. Да, кто узнает, пишите в комментариях. Кто не узнает, значит, у вас новый идет человек. Человек такого, знаете, телосложения коренастого, да, коренастый. Он не худой, он не полный, он именно коренастый. И, возможно, у него немножко толстые ноги. Ну вот там накачанные, например. Может быть, он там велоспортом занимался, либо вообще балетом. Да? То есть ноги у него достаточно плотные. То есть мускулистые. Вот, опять же, есть такие мужчины, у которых ноги, мужчина непропорционально сложен, да, и ноги у него там выглядят короче, чем у других мужчин. Вы меня простите за такие подробности, но вот идет именно такая информация. У него хорошо развито тело, а вот ножки у него либо сильно мускулистые, либо коротенькие, либо кривенькие. Уж простите, но вот тоже может отыграться. У человека открытое доброе лицо, светлая кожа. Светлая, вот, либо в момент, когда вы встретитесь, прям совсем бледненький какой-то будет, светлокожий. Лицо милое. Я не могу сказать, что он прям красивый, что прям все балдеют и говорят: ах, какая красота. Нет, он очень милый, милый. Вот смотришь на него и приятно. А чем дольше смотришь, тем приятнее, да, вот интересно его рассматривать. Очень интересно. Глазки у него темные, цвет глаз темный, возможно, волосики темные. Опять же, у кого-то отыграется, что это темный блонд, прям совсем темный блонд. Такие темно-русые волосы, даже не блонд, а темно-русые волосы. У кого-то прям, да, черныш такой идет. Темные глазки и темные волосики. Человек, который либо у него что-то с речью, девочки. Он либо неправильно выговаривает слова, причем делает это намеренно, либо человек, например,
Не знаю, может быть, он осваивает какой-то новый язык, и он может в речь свою вставлять там иностранные слова. Также может отыграться, что человек, например, ради шутки, да, ради шутки пользуется какими-то словечками, которые не приняты там, в повсеместной жизни. Может даже, как знаете, не блатное нет, не похоже. Похоже, например, какой-то диалект. Да, человек на каком-то диалекте говорит. Интересно, это смешно. Вот он разговаривает смешно. Либо он специально делает, чтобы всех смешить, там, и вас в том числе рассмешить. Либо это такой образ жизни. Да? Он так привык, ему нравится, и он даже какой-то свой изюм в этом ищет. Либо показывает, проявляет. Так, теперь мы переходим к характеру. По характеру сильная личность. Сильная личность может быть очень упрямым, может быть даже жестким. Но при этом, если он кого-то любит, будь то родственник, будь то друг, будь то любимая женщина, то он готов простить все на свете, он готов закрыть глаза на все на свете. Он за любимого человека и в огонь и воду на кусочки порвет. То есть вот такой вот у него стиль, образ. Да, многие из его друзей, даже родственников, скорее всего, им пользуются. Но он рад, он этому рад, он считает, что он вот именно таким образом показывает свою любовь. Да? Какие-то там вещи прощает, либо закрывает глаза, либо делает вид, что не замечает. На другого человека он бы накинулся чуть ли не с кулаками, потому что характер у него такой, знаете, дай Боже. А тех, кого он любит, он просто всячески поощряет. Ему вообще нравится баловать тех, кого он любит. Вот такой вот он человек. Кстати, сам он очень неразбалованный. Даже мне идет, что, возможно, какие-то лишения в жизни пережил. Либо детство было бедное, либо в какой-то период жизни он мог, там, например, все потерять, и вот заново все это сам себе зарабатывал, добывал. Да, у кого-то так отыграется. Так, еще один очень важный момент. Человек идет не с пустыми руками. Девочки, самое главное, чем он вас будет брать, это какими-то подарками, сюрпризами, какими-то подношениями. Подношения. Ну, обычно что подношения? Там конфеты вкусные, там лепестки роз, какие-то, может быть, даже помощь какая-то может быть от него. То есть он тащит просто огромное подношение для вас. И человек, который не считает деньги, если он так решил. То есть он решил вас добиться, он не будет считать деньги. Он решил вас, не знаю, порадовать, ему все равно, сколько это стоит. То есть человек, который имеет, во-первых, возможность на то, чтобы дарить вам подарки дорогие, подношения делать. И плюс еще это желание именно вас удивлять и радовать идет. Так, еще один момент. Человек откуда-то вернется, откуда-то он едет. Он сейчас где-то находится, вот не рядом с вами, где-то в дороге он находится. Он едет туда, где находитесь вы, либо где будете находиться вы. Может быть, вы тоже куда-то сейчас поедете, едете, в поезде сидите, смотрите мое видео, либо в самолете летите. Да, вот он в дороге, и он прям чувствует, что что-то его прям невероятное ждет. Но если это ваш бывший, понятно, что он, скорее всего, этот путь сам спланировал, да, ехать туда, где вы, ехать к вам. Если это будущий мужчина, то у него очень сильное чутье, очень сильная интуиция, он прям предвкушает. Вот со мной со дня на день случится что-то прям сверхъестественное. У кого-то из девочек отыграется, что мужчина ищет себе женщину именно для очень серьезных отношений семейного плана. То есть, может быть, он даже с кем-то об этом говорил и говорит, вот я уже там нагулялся, я ничего там легкого не хочу, я хочу именно серьезных отношений. Вот жену себе ищу. Да, и тут он об этом только сказал, бац, вас встретил. Так, еще по поводу этого мужчины. У него очень широкий круг общения, очень широкий круг друзей. Причем друзья у него там совершенно разные. Есть там, например, бизнесмены, есть там обычные какие-то жулики, я не знаю, как правильно сказать.
Вы, когда узнаете о его знакомых, о его друзьях, вам прям аж немножко не по себе станет. Вы скажете: ты кто? Ты кто такой? Да? Почему у тебя такие разные друзья? Как ты можешь общаться с такими абсолютно разными людьми? Это, кстати, удивительная его черта. И поверьте, вот он умеет дружить. Его за это очень любят и очень ценят. У него очень много полезных каких-то связей, и нужных и полезных. И там люди не за средства, да, не за деньги, не за подарки, а именно по совести. По совести и по личной симпатии к нему. Так, девочки, имя. Самое интересное — это имя. Мне идет буква «Н». Буква «Н» может быть как в имени, так в фамилии, и также это может быть его кличка. Ну, прозвище, кличка. Прям «Н» очень большая вышла. Но при этом еще я вижу намек на букву «С». Намек на букву «С». Это то же самое. Может быть и фамилия, и кличка, и какое-то ласкательное, не знаю, прозвище. Да? А может быть два разных человека. У кого-то на «Н», а у кого-то на «С». Но как бы там ни было, четко букву показали. То есть либо вы услышите его имя, сразу поймете, что это про него, весь этот расклад был, либо вы уже, наверное, поняли, да, что это какой-то из ваших бывших. Даже неправильно, не бывший. Знаете, как мне идет? Не состоявшийся, он не был вашим бывшим. Возможно, между вами были гляделки, какая-то симпатия была, но почему-то дело не пошло. Почему-то ни он никак не проявил себя, ни вы никак себя не проявили. Просто как упущенный шанс. Мне он идет вот таким словом: не состоявшийся. Понимаете? Не состоялись отношения. Хотя были все предпосылки. Симпатия с этим человеком, ну, по крайней мере, с его стороны вашу точно раньше была. То есть вы видели, и он вас видел, и очень сильно симпатизировал вам. Так, что вы еще должны знать? Встреча с этим человеком, либо знакомство с этим человеком, оно неизбежно. Это все по судьбе. Этот человек, возможно, вам сразу и не очень понравится, ну, либо не произведет того эффекта, который мы все, девочки, ждем. Но при этом его настойчивость, его харизма, его неподдельный интерес в вашу сторону какие-то перемены пробудит в вас. Первое, что вам захочется, это как-то себя улучшить, украсить. Может быть, сменить гардероб, стиль в одежде. Кому-то захочется быть более раскованной, кому-то захочется быть более элегантной, кому-то более яркой. Но это все под влиянием этого мужчины. Это первый момент. Второй момент. Вам захочется чем-то заниматься, либо чего-то добиваться, что-то делать. То есть его история, либо его карьера, его какие-то достижения вас очень сильно вдохновят, когда вы об этом узнаете. И у вас идет вот прям саморазвитие рядом с этим человеком. Причем не просто, когда там человек вынужден саморазвиваться для того, чтобы выживать, зарабатывать деньги. У вас не так идет. У вас идет вот лично для себя. Для того, чтобы я сама собой была довольна. Да, я была довольна тем, что я умею, и тем, что я из себя представляю. Этот мужчина однозначно подтолкнет вас на очень хорошие начинания, на очень хорошие изменения в вашей жизни. Девочки, встреча неизбежна, знакомство неизбежно. Здесь вот просто уже счет на дни идет. Тот срок, который вы загадали, прибавьте к нему плюс 3 дня. Вот точно не ошибетесь. И еще важный момент. Когда этот мужчина начнет за вами ухаживать, он начнет за вами ухаживать, здесь еще кто-то будет к вам подходить, знакомиться. Как будто бы он, ну не знаю, как снимет с вас какой-то защитный колпак. Да? То есть, возможно, вы живете, и мужчина как будто бы вас не видят, да, мимо проходит, не обращает на вас внимания. Вас это, конечно, очень задевает, бесит, вы не понимаете, что происходит. А вот именно появление этого мужчины снимает с вас этот колпак, снимает эту ширму, и мужчина начинает на вас смотреть, там, улыбаться, подмигивать, пытаться с вами познакомиться. Да, вот такая идет ситуация. С его приходом он активизирует и ваш женский магнетизм. Ну, в прямом смысле слова. Да? Открывает, активизирует. Так что, в принципе, позитивно.
очень позитивно. Так, давайте я еще на картах посмотрю вам цели, его цели. Ну, ему нужна жена, это однозначно. Ему нужна жена. Он идет для того, чтобы была жена. Я не очень понимаю, нужен ли вам муж, хотите ли вы замуж. Но кто-то хочет, кто-то, по-моему, не очень. Так, с его стороны очень хорошая карта, с вашей еще лучше. Почему так? Ну что, девочки, смотрите, с его стороны преданность, любовь и дружба. Это то, что мужчина может вам и дать, и подарить, и он на это богат, да, он умеет по-настоящему любить, он умеет по-настоящему дружить. И я уже говорила, да, кого он любит, кого он считает истинным другом, он всегда балует и очень многое прощает. С вашей стороны вышла карта бланки. То есть благодаря этому мужчине, как я вам здесь сказала, да, вы расцветете. Вы расцветете, вы станете лучше, вы станете магнитом. По поводу ваших отношений, ну, здесь не все так просто. Здесь какая-то борьба интереса у вас с ним произойдет. Ну, во-первых, он вас будет добиваться, а вы будете от него отбиваться, какая-то как игра идет. А во-вторых, все-таки вы разные. Вы как белое и черное. По-разному видите жизнь, по-разному видите семейные отношения. Здесь противоречий очень много. Но чем больше противоречий между вами, тем интереснее ваши отношения. Скорее всего, самым главным противоречием будет место проживания, место обитания. Либо вы в разных городах живете, либо вы не захотите вот именно, ну, под чужую крышу идти, да, грубо говоря. Что-то тут именно с жильем у вас вопрос будет. Главное противоречие. Но последняя карта, она самая лучшая. Она про любовь, она про чувства. Мои хорошие, что бы вы ни выбрали, жизнь с ним, либо жизнь с кем-то другим, этот мужчина, он будет всегда вас любить. И он навсегда останется вашим искренним и преданным другом. Человеком доверенным, человеком, на которого вы всегда можете положиться, поручиться. И днем, и ночью, да, если вы к нему обратитесь, он всегда вот все бросит, все оставит, прибежит к вам. То есть он вас полюбит нас по-настоящему. От дня, когда увидит, и до конца своих дней. Вот. А вы такая девушка принципиальная. Вы будете выбирать, вы будете перебирать. Да, конечно, у вас симпатия с ним случится, у кого-то и влюбленность случится, но какие-то противоречия между вами. Если вы сможете их преодолеть, то вместе пойдете в любовь. Не сможете, он будет вечно вам предан и вечно вас будет любить. Так вышло. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.